В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Прорабатывали международные автобусные маршруты. Заседание Российско-Абхазской транспортной комиссии. Изучить условия развития бизнеса. Представители Госинвестагентства побывали в Ачимчирском районе. Непрерывное движение вперед. Первому оператору мобильной связи «Аквафон» исполняется 15 лет. Завтра, 12 июля, состоится заседание сессии парламента. В повестку дня включено 14 вопросов. Депутаты рассмотрят проекты законов об общественных объединениях, о патентной системе налогообложения, о знамени победы в Отечественной войне народа Абхазии, а также проект градостроительного кодекса республики. Предстоит внести изменения в законы о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности, о праздничных и памятных днях, о введении в обращение на территории республики памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов, а также в Уголовный кодекс. 3 вопроса повестки дня касаются кадровых назначений. Депутаты должны принять решение о назначении заместителя председателя контрольной палаты и 3 аудиторов палаты. Сегодня премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулиев встретился с представителями Министерства транспорта Российской Федерации. Стороны обсудили разрешительную систему работы пассажирского и грузового транспорта, пересекающего российско-абхазскую границу. Абхазская сторона выступила с инициативой увеличения количества выдаваемых Абхазии Министерством транспорта России разрешительных бланков на нерегулярные рейсы, так как увеличение списка регулярных рейсов улучшит качество перевозок, в особенности в период туристического сезона. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулиев, генеральный директор агентства автомобильного транспорта Российской Федерации Алексей Двойных также обсудили возможность морского транспортного сообщения с целью увеличения объема пассажирских и грузовых перевозок. Далее встреча продолжилась в Министерстве экономики. Члены Российско-Абхазской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок более конкретно обсудили вопросы функционирования согласованных регулярных международных автобусных маршрутов между странами, фактическая эксплуатация которых не осуществляется. В частности, обсуждалась проработка вопроса международных автобусных маршрутов из Абхазии до российских городов, расположенных на небольшом удалении от границы – Сочи, Туапсе и других населенных пунктов, о функционировании согласованных регулярных автобусных маршрутов между Россией и Абхазией, включая возможность изменения регулярности и периодичности обслуживания маршрутов. Как сообщил министр экономики Адгур Ардзинба, в части нерегулярных рейсов ежегодно Россия выделяет 11 тысяч бланков разрешений на пересечение государственной границы, но их не хватает. По анализу предыдущих годов оставшиеся бланки разрешений не удовлетворяют и потребности текущего года. Поэтому Адгур Ардзинба предложил рассмотреть увеличение лимита до 14 тысяч бланков разрешений ежегодно. Российская сторона согласилась внести это предложение в протокол и рассмотреть его. Консультации продолжатся. По их итогам будет подписан протокол между сторонами. Обсуждался вопрос увеличения доли абхазской стороны в получении бланков разрешений на осуществление международных перевозок, так как то количество, о котором идет речь, есть обоснованные опасения, что его может быть недостаточно для абхазских перевозчиков. Ежегодно российская сторона обеспечивает абхазскую сторону 11 тысячами бланков таких разрешений. Во избежание такой ситуации министр экономики предложил заранее увеличить это количество и вернуться к, скажем так, наиболее благоприятным периодам, когда абхазская сторона использовала в год порядка 15-16 тысяч бланков разрешений. Сегодня представители Госинвестагентства и отдела развития предпринимательства Министерства экономики совершили рабочую поездку в Ачимчиру, где пообщались с местными предпринимателями. Это уже не первая поездка сотрудников Госинвестагентства с целью сбора данных об условиях развития бизнеса в стране. Алика Трапша расскажет подробности очередной встречи. Представители Госинвестагентства и отдела развития предпринимательства Министерства экономики ознакомились с состоянием предприятия Ачимчиры, а на встрече с главой района обсуждались вопросы развития бизнеса в городе. Хрипс Джопо рассказал, что бюджетообразующей отраслью в Ачимчире являются промышленные предприятия, в их числе рыбодобывающие, перерабатывающие и консервные заводы. Хрипс Джопо также отметил, что в Ачимчирском районе немало пустующих территорий, которые можно освоить с привлечением иностранного инвесткапитала. Ачимчирский район располагает обширными возможностями. Во-первых, береговая полоса около 46 километров.
практически не освоенная береговая полоса. Сельхозугодие около 20 тысяч гектаров свободно пустующих земель. У нас около 1000 гектаров чайных плантаций, из них около 520 гектаров они задействованы. Одна чайная фабрика работает. Безусловно, в развитии, скажем, сельского хозяйства, в перерабатывающей промышленности мы имеем определенные такие условия, которые надо использовать. Вот все ваши намерения и наши намерения в этом плане совпадают. Мы готовы сотрудничать, работать. Как отметил глава Ачимчирского района, за все послевоенное время сумма инвестиций, поступивших в Ачимчирский район из России и разных международных организаций, составляет 5 миллиардов рублей. И эти средства были использованы на ремонт системы канализации, дорог, школ, промышленных предприятий и кровли домов. В рамках поездки представители Госинвестагентства совместно с отделом развития предпринимательства Министерства экономики посетили несколько предприятий в Ачимчире, пообщались с их руководителями. Предприниматель Борис Куртава – владелец мукомольного предприятия «Анхара», которое работает уже год. Выпускает 2 вида абхазской кукурузной муки – крупного и мелкого помола, в день до 2000 пачек. Оптовая цена одной пачки – 45 рублей. Самая большая проблема, которую испытывает предприятие – сбыт продукции. Я когда пытаюсь договориться с продавцами, всегда прошу, я не хочу, не говорю о том, что избавьтесь от наших конкурентов. Вы просто поставьте рядом с ними нашу продукцию. Пускай покупатель выбирает. Представители Министерства экономики пообещали предпринимателю помочь с реализацией продукции. Следующий объект – рыбный завод «Хамса». Это совместное абхазо-турецкое предприятие. Здесь из черноморской хамсы изготавливают рыбий жир и муку. В день на заводе перерабатывают около 800 тонн хамсы, которую экспортируют в Турцию. Генеральный директор завода Анатолий Ашуба рассказал, что в этом году в период путины улов составил 3020 тонн. Это небольшой показатель по сравнению с предыдущими годами. Мы поймали в этом году 3020 тонн всего. Это очень мало. Завод сам себя, чтобы внутренние расходы свои, чтобы на экономическую процесс линию, чтобы вышел, минимум должен переработать отход 7000 тонн. Вот тогда есть смысл, остается что-то, да, прибыль идет, да, производство идет. Анатолий Ашуба также подчеркнул необходимость закона о рыболовстве, где будут определены виды, параметры, сроки и ограничения рыбной ловли. Представители Госинвестагентства и Минэкономики выслушали предпринимателей, чтобы в дальнейшем рассмотреть возможности оказания содействия развитию их деятельности. Нам кажется, что предприниматель знает больше о своих плюсах своего бизнеса, о проблемах, с которыми его бизнес сталкивается в районе, и о том, что ему на данном этапе необходимо. Вот мы пытаемся выявить эти проблемы, выявить эти вопросы и составить небольшой план работы и составить небольшие рекомендации для каждого района, которые в дальнейшем будут применяться либо административными ресурсами, либо будут приниматься на уровне Министерства экономики. Представители Госинвестагентства и отдела развития предпринимательства Минэкономики продолжат сбор информации об инвестиционном потенциале в остальных районах республики. Аля Катрапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Сегодня в МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Даура Ковы с постоянным координатором программы развития ООН Нильсом Скоттом. Обсуждались вопросы, связанные с деятельностью программы развития ООН в Абхазии. Нильс Скотт проинформировал главу внешнеполитического ведомства о текущих проектах, осуществляемых ПРООН в Абхазии, а также о планах работы программы на 2019 год. Даур Кова отметил важность координации действий специализированных агентств ООН с МИД Абхазии. Состоялось также обсуждение ряда других вопросов, представляющих общий интерес. Следственным отделом Управления внутренних дел по городу Сухум по факту вооруженного нападения в магазине «Через» на набережной Махаджиров возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Как сообщалось ранее, установлены лица, причастные к совершению данного преступления. Один подозреваемый задержан, у него изъято огнестрельное оружие, приняты меры по установлению местонахождения и задержанию остальных участников преступления. В Абхазии продолжается борьба с мраморным клопом с помощью ядохимикатов. В администрациях районов населению бесплатно раздают ядохимикаты для борьбы с вредителем. О том, как проходит обработка растений, в репортаже Саида Джарсалия.
Проблема с распространением коричневого мраморного клопа существует во всех районах республики. На сегодняшний день используются два метода борьбы с клопом – обработка мест скопления вредителей ядохимикатами и механическое приманивание насекомых с помощью ароматизированных средств в специальные ловушки. В целях обеспечения фитосанитарной безопасности территории республики Министерство сельского хозяйства Абхазии на основании соглашения с Минсельхозом России получило препараты для борьбы с вредителем. Также гуманитарную помощь в приобретении пестицидов оказывает международная неправительственная организация «Движение против голода». Во всех районах страны были созданы специальные штабы, которые ведут необходимую работу, чтобы минимизировать численность насекомого вредителя. Жители могут обратиться в администрацию своего района, где имеют возможность получить определенное количество препаратов, сам аппарат и спецодежду для опрыскивания. Все эти препараты были розданы безвозмездно. То есть люди обращаются уже непосредственно, если это в районе, обращаются в районное сельхозуправление, если это в какой-то деревне, обращаются к главе администрации на выдачу тех или иных препаратов. У нас было затишье, думали, как-то люди радовались, что как бы его стало меньше, да, но это, опять же, это все временно, сейчас он опять пойдет в августе. Что касается лечения, нужно всем вместе объединиться, государство одно никак не справится, это общая беда, с этим надо бороться. Больше всего вредитель нанес ущерб в восточной части Абхазии. Здесь жители уже с начала весны опрыскивают пестицидами сельхозугодия. Препараты, которыми они пользуются, эффективны не только от клопа, но и от других вредителей и болезней растений. По словам специалистов, плодовые и овощные насаждения нужно опрыскивать несколько раз в год и более. Следует обрабатывать только те места, в которых нет другой живности, так как препарат не безвреден. Гулилипский район от Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия получил около 2 тонны ядохимикатов. Из них почти более 1700 литров роздано населению. У нас есть запас, который предусмотрен для экстренных случаев. Конечно, это большая помощь, то, что нам выделили. Это еще раз подстегнуло население, раз они получили от государства, еще раз осмотреть свой огород и произвести опрыскивание. С получением препаратов жители сел районов незамедлительно начали лечить свои огороды и сады. После неоднократного опрыскивания вредителя стало заметно меньше, говорят сельчане. Уже 3-й раз я его обрабатываю, весь участок. Обрабатывал, я так заметил, что клоп ушел. В основном основная масса клопа ушла. Есть, так редко попадаются. В прошлом году я не обрабатывал, и мой орех очень сильно пострадал. Думаю, это лечение поможет ему вообще убрать с моего участка. Примерно одной баночкой этого вещества можно обработать около гектара земли. С началом текущего года в Абхазию завезено более 30 тысяч тонн химикатов. Планируется завезти еще около 80 единиц специальной прицепной техники для опрыскивания. Саид Жарсали, Астамур Гушба, Абхазское телевидение. В МЧС Абхазии завершились 2-недельные курсы по подготовке специалистов для работы на современном реанимобиле. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства страны. Реанимобиль на базе микроавтобуса «Мерседес» был передан Российской Федерации нашей стране в рамках комплексного гуманитарного содействия по линии МЧС Абхазии. Занятия проводились специалистами Академии гражданской защиты и отряда Центра Спаса МЧС России для сотрудников спасательного ведомства Абхазии и врачей Республиканского Минздрава. Причем теоретические занятия чередовались с практическими, включая и выезды по городу. И эти знания мы будем в дальнейшем использовать в нашей работе. Уверенность, конечно, больше появилась, но хотелось бы еще продолжить эти курсы, еще позаниматься по машине, по аппаратуре, которая в машине находится. Реанимобиль относится к высшему классу С и способен работать в автономном режиме до 10 часов. Аппаратура в нем самая современная, что позволит оказывать квалифицированную помощь при повреждениях любой степени тяжести, а также транспортировать на значительное расстояние, к примеру, больных с инфарктом миокарда или новорожденных младенцев. И поэтому крайне важно максимально эффективно использовать его возможности. А для этого необходимы специалисты с соответствующим уровнем подготовки. Представители МЧС, в Абхазии, которые приходили на занятия, показали высокий уровень первоначальной подготовки. Но естественно, что знания всегда требуют
постепенного развития, совершенствования и так далее. И думаю, что в этом смысле наше сотрудничество оказалось для ваших сотрудников полезным. Более того, по окончанию курса мы провели тестирование, которое показало хорошую усваиваемость материала. Самое главное даже не это, а то, что, используя методики, которые мы предложили для обучения, они смогут обучать рядовой состав спасательной службы. Если составится тандем, хороший тандем между врачами Министерства здравоохранения и врачами МЧС, и медсестрами или фельдшерами МЧС, то это будет создание хорошей специализированной бригады неотложной помощи. По словам специалистов, бывают случаи, когда транспортировка больного на большие расстояния категорически противопоказана. Поэтому прорабатываются вопросы создания локальных центров экстренной помощи, которые, по идее, должны быть расположены по всей территории Абхазии. Естественно, немаловажно является самый тяжелый вопрос на сегодняшний день. Это оказание помощи в отдаленных местностях республик, то есть высоко в горах, в сложных дорожных условиях и погодных, в том числе, условиях. Вот для этих условий два ведомства планируют создание санитарной авиации. Это перспективное направление защиты населения, защиты пострадавшего. Я думаю, что это все в вашей республике, все в ваших руках. По словам руководства МЧС Абхазии, подобные курсы повышения квалификации сотрудников спасательного ведомства страны крайне полезны и результативны. Занятия проходят на регулярной основе и включены в ежегодный план работы МЧС Абхазии. Первому мобильному оператору Абхазии «Аквафон» в этом году исполняется 15 лет. Все это время компания работает для своих абонентов, развивая сеть, разрабатывая тарифы и услуги и ведя социально ответственный бизнес. Репортаж Налыковой. 2003 год стал поворотным моментом для жителей республики. Ведь именно в этом году появился первый мобильный оператор Абхазии «Аквафон GSM». 15 лет существования компании – это непрерывное движение вперед и развитие шаг за шагом. Вспомним эти этапы. 2008 год – этап запуска услуги мобильный интернет 3G на территории республики. 2010 год – успешное тестирование сети 4G LTE в рамках Российско-Абхазского экономического форума. В рамках теста была достигнута рекордная скорость передачи данных 70 мегабит в секунду. 2014 год – запуск сети 4G LTE во всех городах страны одновременно со скоростью до 100 мегабит в секунду. А с конца 2017 года в Сухуми действует услуга передачи данных в стандарте LTE Advanced, предусматривающая расширение полосы частот и имеющая повышенные возможности высокоскоростной передачи данных со скоростью 300 мегабит в секунду. По словам специалистов, благодаря передовым технологиям каждый житель республики, вне зависимости от его геолокации, будь то горы или центр города, сможет наслаждаться бесперебойной сотовой связью. На сегодняшний день уже используем не просто LTE, а LTE релиза 10, это LTE Advanced или LTE+, который называется, которая позволяет использовать абоненту данные сразу от двух соседних базовых станций LTE или же от одной площадки, но с расширенной полосой до 40 МГц. Это запущено в городе Сухум, порядка 10 площадок и по несколько площадок в городах Гудаута, Гагра. До конца этого года мы примерно удвоим это количество базовых станций, на которых можно реализовывать 10-й релиз LTE. Компания «Аквафон» – это команда из 300 профессионалов, работающих для того, чтобы жители и гости страны могли пользоваться качественной мобильной связью, интернетом, роумингом, а значит, быть частью мирового пространства. Что такое 15 лет для компании «Аквафон»? Это упорный труд, счастливые моменты, сложные, но интересные задачи, которые команда «Аквафон» успешно решает. Думая о своих абонентах, «Аквафон» постоянно расширяет линейку тарифов и услуг. Тому подтверждение недавно выпущенный тарифный план «Конструктор». Название тарифа говорит само за себя. Любой абонент сможет собрать тариф самостоятельно. В нем собраны лучшие опции: бесплатные мегабайты, чаты, соцсети, музыка. Все, что нужно активному человеку для работы и отдыха. Этот тарифный план включает в себя безлимитные звонки на Аквафон, на городские номера, на нашего другого мобильного оператора, также безлимитные СМС-сообщения и включают в себя также
дополнительные интернет-сервисы, такие как это WhatsApp, Viber, Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, Instagram, также YouTube. В январе 2017 года руководство «Аквафон» приняло важное стратегическое решение по развитию сети. Было полностью заменено оборудование по всей стране. Установленная техника – это новейшие образцы крупнейшего производителя оборудования лидера мировой телекоммуникационной отрасли. Работы по замене оборудования планируется завершить к середине 2018 года. После этого будут оптимизированы параметры сети и спланирована застройка новыми базовыми станциями «Туристический регион» Гагра и Пицунда. Провести замену оборудования при работающей сети – это задача повышенной сложности, с которой успешно справились в компании «Аквафон». Важно понимать, что модернизация имеет эпохальное значение не только для компании «Аквафон». Это мощный импульс в развитии отрасли связи страны в целом. Помимо своей основной деятельности, «Аквафон» активно занимается социально значимой работой. Компания осуществляет ежегодно более 80 проектов в самых разных сферах – спорт, культура, образование. «Аквафон» развивался и творчески, и механически, то есть внедрялись новые технологии, инновации, выпускались новые тарифы для разного слоя нашего населения. И ежегодно компания «Аквафон» на свой день рождения организовала различные мероприятия. Это были увеселительного характера мероприятия, концерты, вечеринки и так далее. В этом году мы решили немножко отстраниться от этих идей, и те средства, которые были заложены на празднование дня рождения компании, мы решили их в благотворительность, так скажем, пустить. В этом году мы будем помогать различным учреждениям здравоохранения Республики Абхазия, куда, кстати, попадает и детская республиканская больница, вторая городская больница и еще 2 больницы, о которых мы позже расскажем. «Аквафон» стал первым мобильным оператором Абхазии. Осознавая всю ответственность, компания успешно держит заданную планку, предоставляя своим абонентам качественную сотовую связь. Подтверждение тому не только тысячи благодарных абонентов «Аквафон», но и официальное признание, которым в компании очень гордятся. В 2017 году на 8-м Абхазо-Российском деловом форуме «Аквафон» одержал победу в номинации «Лучший российско-абхазский бизнес». Нала Ковия, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Завтра, 12 июля, в Гудауте состоится открытие первого международного турнира по боксу в честь заслуженного тренера республики Леонида Харазия, воспитавшего за долгую тренерскую деятельность не один десяток известных мастеров. Многие из них становились чемпионами России, Европы, победителями других международных турниров. Соревнования завершатся 15 июля. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Местами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 27-32 градуса. Температура морской воды плюс 27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.